Бонсуар, добрый вечер, друзья. Вы смотрите ток-шоу «Наша республика. Наше дело». В студии Андрей Кондратьев. В ближайший телевизионный час на телеканале «Новый век» я предлагаю посвятить главному политическому событию января 2020 года. Ежегодному посланию президента России Владимира Путина Федеральному собранию нашей страны. Низкие доходы населения, по словам главы государства, это прямая угроза демографии. И эту угрозу необходимо устранить. В арсенале целый пакет социальных мер. Здесь и материнский капитал за первого ребенка и увеличение выплат за второго и последующих детей, создание сотен тысяч новых мест в ясельных группах. О том, как будут работать социальные меры в Татарстане, как реагирует общество, когда ждать изменений в материальном положении татарстанских семей, об этом сегодня в программе «Наша республика. Наше дело». Давайте поговорим в студии, поаплодируем нашим спикерам и экспертам. Я с большим удовольствием их представляю. Человек, посвятивший многие годы упорного труда претворению в жизнь социальной политики государства. Настоящий профессионал, которому партия «Единая Россия» сейчас доверила штурвал партийного проекта комиссии по вопросам содействия в информировании и реализации нацпроектов. Татьяна Петровна Ларионова, заместитель председателя Государственного совета республики. Татьяна Петровна, огромное спасибо, что вы сегодня с нами. Безусловно, вот все национальные проекты и демография, она, Альмир Рашидович, напрямую связана с нашим здравоохранением. От того, каким оно будет, во многом зависит и наше будущее. И огромное спасибо, во-первых, что вы всегда откликаетесь приходить на студию. А во-вторых, я с удовольствием представляю вам первого заместителя министра здравоохранения Республики Татарстан Альмира Рашидовича Абашева. Спасибо, что вы сегодня с нами. Заместитель председателя комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Николаевна Рыбакова. Но кроме вот этих аплодисментов, Людмила Николаевна, я очень хотел бы отметить, что вы очень долгие годы работали на социальной сфере, знаете всю эту сферу. И если можно, мы сегодня с вами попробуем немножко затронуть вот эти социальные инициативы, что касается и образования. А это образование, это наши дети, это постоянная забота о них, ответственность и так далее. Спасибо еще раз и аплодисменты вам. Ну, теперь мы с вами, уважаемые зрители, с удовольствием и, безусловно, поблагодарим их нашими аплодисментами, представим наших замечательных экспертов. Сегодня, как всегда, в студии, кстати, «Единой России», руководитель, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Рафаэль Фернаян Шевалеев, главный врач Республиканской клинической больницы Минздрава Республики Татарстан. Огромное спасибо, что вы к нам пришли. В послании... Так, это уже Дмитрий Александрович отреагировал. Давайте тогда так. Вот этого одного из экспертов сразу в студии хочу представить. У нас в гостях сегодня первый раз человек-легенда нашей республики, человек, который, по сути своей, создал глобальное движение созвездия Юлдызлык, и за это в свое время ему присвоена премия правительства Российской Федерации, заслуженный деятель культуры Республики Татарстан. Дмитрий, генеральный продюсер созвездия Дмитрий Александрович Туманов. Кому как не ему знать, что необходимо в данный момент детям и как нужно необходимо им помочь. Это я такую отставочку, чтобы подвести к нашим экспертам. Вы знаете, этого человека я не просто рад видеть после небольшого перерыва. Причем этот небольшой перерыв в нашем общении в студии, он связан прежде всего, что она стала мамой. Причем мамой стала в 3-й раз. Это уже многодетная мама. Давайте ей поаплодируем. Депутат Государственного совета Республики Татарстан, генеральный директор ОНО общеобразовательной организации «Бала-Сити» Альбина Насырова. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Очень долго думал, как представить, но этот человек всегда в центре общественной жизни, всегда его экспертиза крайне важна не только нам, как обществу, но и важна правительству республики, аппарату президента. Эксперт программы «Наша республика. Наше дело» Роман Юрьевич Беляков. Поприветствую. Хочу также сказать, что кроме Дмитрия Александровича Туманова, сегодня в нашу студию пришел председатель региональной общественной организации «Многодетные семьи Республики Татарстан» Артем Викторович Кузнецов. Давайте ему поаплодируем. Он тоже, кстати, постоянный участник. И вот
где-то, наверное, год не виделись с этим экспертом, но встречались на программу, посвященную здравоохранению. Врач-гинеколог-эндокринолог медицинского центра «Айболит» Вера Николаевна Акчурина. Спасибо, что вы сегодня с нами. Мы как раз и эти темы сегодня очень с большим, наверное, удовольствием зрителей и телезрителей обсудим. И подарок от созвездия Улдузык, безусловно, музыкальный номер «Земля наша светлая». Встречайте. В хрустальной капле дождя отразила земля, затаила дыхание природа. От сказочной красоты заводят цветы, хороводы. Земля наша светлая, солнцем согретая, волнует нас, радует нас. Там, где на травах роса, зашумели леса, песню утра ветра подхватили. Зеленых платьев в узлу и крон могучих убор планете воздух и жизнь подарили. Земля наша светлая, солнцем согретая, волнует нас, радует нас. Да, из тысячи звезд одна цветет только здесь весна и радует солнцем летом. Да, подарки под Новый год и осенний хоровод. Удивительная планета. Земля наша светлая, солнцем согретая, волнует нас, радует нас. Да, зеленый листвы краса, и в дымке утра леса. Земля свой наряд одета. Да, в руках наших сохранить и оберегать, любить удивительную планету. Удивительная, удивительная, удивительная планета. Ну что ж, уважаемые зрители и телезрители, разве можем мы обмануть таких замечательных детей? Мы, взрослые, мне кажется, должны сделать все, чтобы их детство было действительно счастливое. Они росли в счастливой республике, и все у них было хорошо. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Мы провожаем вас. Ну что ж, давайте будем обсуждать тему демографии, вот эти социальные инициативы президента Российской Федерации. И наши корреспонденты, журналисты телеканала «Новый век» подготовили сюжет. Внимание на экран. Рост доходов, борьба с бедностью и помощь молодым семьям – основной и самый важный посыл в ежегодном послании Владимира Путина. Президент заявил о продлении программы материнского капитала и предложил выплачивать его после рождения первенца. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с 2 детьми составит 616 617 рублей. Еще одно нововведение. При рождении 3-го ребенка государство погасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Ну а выплаты на ребенка от 3 до 7 лет составят половину прожиточного минимума. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020 текущего года. Кого затронет эта мера и как, полагаю, она должна действовать?
Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно со сложной, очень сложной ситуацией. Чтобы получать такую выплату, достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный официальный доход. Обращаю внимание, нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан. Также Владимир Путин предложил ввести социальные контракты для бедных россиян. Согласно такому контракту, государство окажет гражданину помощь в трудоустройстве и повышении квалификации, предоставит семье необходимые средства на организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. Для каждого человека будет подготовлена индивидуальная программа поддержки. Во-первых, прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах федерации. Показателем результативности работы будут не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности. По данным республиканского Минтруда, на борьбу с бедностью в Татарстане в 2020-м направят более 600 миллионов рублей. По приблизительным расчетам экспертов, к 2024 году бедных в нашей республике должно быть не больше 4%. В ближайшее время из этой категории намерены вывести 20 тысяч человек. Ну что ж, уважаемые телезрители, мы продолжаем, вернее, начинаем наш разговор. И я сразу же предоставляю слово Татьяне Петровне Ларионовой. И хочу спросить, Татьяна Петровна, беспрецедентные средства, очень важные инициативы. Понятно, что есть прямо прослеживающееся соединение с национальными проектами. Что нас ждет? Как будем развиваться и как это все будет работать? Вам слово. В первую очередь спасибо за такое замечательное начало нашего сегодняшнего разговора, потому что мы действительно увидели счастливых детей, которые имеют возможность заниматься в общеобразовательных школах, причем делать это с удовольствием, заниматься творчеством, проявлять свой характер, проявлять свой внутренний потенциал. И это здорово, это замечательно. Дмитрий Александрович, и вам, конечно, спасибо, потому что это дети из созвездия. Созвездие – это у нас действительно очень звездный такой проект. И самое главное, таких проектов очень много. Я думаю, благодаря тем инициативам, которые заявлены на этот год и текущие ближайшие годы, эта тема, она получит свое значительное продолжение в силу того, что финансирование очень многих проектов сегодня предусмотрено как федеральным, так и республиканскими бюджетами. Посмотрите, мы сейчас послушали Владимира Владимировича Путина еще раз, и очевидно, те меры, которые были названы, озвучены, они очень ожидаемые. Население ожидало, с надеждой ожидало эти меры. Совершенно верно. Посмотрите, у нас в последние годы снижается, причем существенно снижается по всей России рождение первых детей. Благодаря тому, что теперь материнский капитал будет выдаваться на первого ребенка, безусловно, очень многие родители, которые, прежде всего, молодые семьи, побаиваются, чтобы в семье появился первый ребенок, и значит нагрузка на семейный бюджет не всегда, может быть, позволит достойно воспитывать этого ребенка. Сегодня, наверное, уже рискнут на более раннее рождение детей. Посмотрите сегодня статистику. Татарстан единственный в Приволжском федеральном округе регион, где баланс между рождаемостью и смертностью с положительным результатом. Единственный во всем Приволжском федеральном округе. Это говорит о том, что в целом, конечно, рождение детей сегодня снижается. И вот все те меры, которые сегодня предусмотрены, а очень важно, что введение их в действие уже предусмотрено с 2020 года. С 1 января 2020 года. Очень надеемся, очень надеемся, что изменят не только статистику, а самое главное, отношение людей вот к ситуации, которая сложилась.
поборет, может быть, вот боязнь у очень многих, чтобы появлялись и первые, и вторые, и третьи, и пятые дети в семьях. И я просто очень рассчитываю на то, что те меры, которые сегодня названы, и мы еще продолжим говорить Конечно. об этих мерах, потому Конечно. что у нас очень много и республиканских мер дополнительно предусмотрено. Я думаю, что все это, конечно, будет только положительно влиять на динамику рождения. Спасибо большое, Татьяна Петровна. Я точно уверен, что я не открою вам тайны. Вообще, уважаемые зрители, надо бы поддержать. Я вообще, конечно, я понимаю, да. Я вам не открою тайны, что не только молодые семьи задумались о рождении следующего ребенка. Но это действительно беспрецедентные меры. 3 ребенка, почти практически миллион, да, семья получает поддержки. Я понимаю, что, наверное, этого мало, да, что хотелось бы больше, да, но такая возможность есть у нашей страны, исходя из этой возможности. Но то, что выделяется сейчас, это беспрецедентно. Кстати, я бы хотел очень поговорить с нашей молодой мамой, да, о том, как же все-таки вот использовать этот материнский капитал и как вообще, сложно ли его получить. Но мы обязательно вернемся к нашим экспертам. Альмир Рашидович, вас хотелось бы спросить, вот в вашем ведомстве вообще, как отреагировали, как вы оцениваете вот эти социальные инициативы главы государства? И второе, вы знаете, я вот, например, со мной согласны, кстати, многие, когда смотрим новости и не понимаем, почему-то эти перебои с лекарствами, что это, кем-то, может быть, это чье-то упущение, может быть, недоработка. Мы понимаем, что наш Минздрав, он работает очень четко, да, и зная министра, да, вот такие вещи просчитываются заранее. Что это было? Вот, с одной стороны, ваши ощущения по новым социальным инициативам, с другой стороны, вот эта ситуация и как в дальнейшем мы будем с этим справляться. Вам слово. Безусловно, инициативы президента нами были восприняты с большим вниманием и с большим ожиданием огромного пула работы, который необходимо будет провести для того, чтобы эти решения провести в жизнь. На сегодняшний день мы внимательно отслеживаем законодательные инициативы со стороны федерального правительства, потому что много подзаконных нормативных актов будет еще издано и ожидается в ближайшее время. Безусловно, мы воспринимаем эти послания с точки зрения, с призмы нашей деятельности в области охраны здоровья людей. И, безусловно, мы понимаем, что 40 тысяч рожденных татарстанцев в 2019 году ни в коем случае мы не имеем права снизить эту цифру. И эти инициативы по увеличению материнского капитала, безусловно, позволят использовать тот резерв в виде более чем 25 тысяч прерываний беременности, которые, к сожалению, мы констатируем ежегодно среди мам Татарстана. И вот на самом деле мы видим, что мы надеемся, что действительно люди будут принимать верные решения, сохранять беременности и действительно дадут нам новых наших сограждан. И здесь, конечно, безусловно, аспект доступности медицинской помощи, особенно детям, он имеет главенствующее значение. Система охраны материнства и детства, которая является наследием советского нашего здравоохранения, мы всячески поддерживаем и пытаемся рационализировать его. На сегодняшний день система оказания помощи в педиатрии, она находится на участковом принципе, и система патронажа в первые месяцы после рождения, особенно до достижения ребенка 1 года возраста, значит, оно, в общем-то, сегодня оправдывает те надежды, которые мы на нее возлагаем, и мы видим, Кстати, тоже очень важный аспект, я хотел бы акцентировать внимание, вот действительно дородовая подготовка, да, сопровождение во время рода, то есть, чтобы дети рождались у нас здоровые, чтобы мы их передавали в жизнь родителям совершенно правильно. Вот здесь, я считаю, денег жалеть не надо, но мы еще вернемся и к нашему эксперту в студии, которого мы сегодня пригласили в этой связи, Альмир Рашидович. Извините, что перебил. Да, я бы хотел еще акцентировать внимание, что есть очень большое количество граждан, которые ожидают рождения ребенка посредством экстракорпорального оплодотворения. Это более 4,5 тысяч человек, которые, в общем-то, не раз пытаются... И им счастье. Да, мы и им тоже счастье, желаем действительно. счастья. И здесь надо сказать, что, в свою очередь, правительство Республики Татарстан при поддержке президента Республики Рустема Галиевича Минниханова беспрецедентные меры по помощи данным людям принимает. И на самом деле вот более 200 миллионов
денег, значит, 200 миллионов рублей было потрачено в прошлом году на проведение экстракорпоральных процедур экстракорпорального оплодотворения. Я вообще считаю, что послание было несколько раз, президент возвращался к теме здравоохранения, потом он сказал по кадрам, потому что на самом деле мы понимаем, что президент нашей республики огромные финансовые ресурсы направляет в покупку оборудования, а врачи, их там за год, за 1,5 года не подготовишь, да, их же надо долго готовить. И вот то, что инициатива Владимира Владимировича по поводу того, что целевое направление, целевые поступления, да, и учеба именно по направлению, это, я считаю, если удастся Минздраву это действительно выдержать, эти меры все, да, вместе с медицинскими нашими образовательными учреждениями, это даст свой результат. Спасибо вам, давайте поаплодируем. Но, кстати, в отношении лекарств мы еще вернемся, да. Людмила Николаевна, я бы вас попросил вот прокомментировать, что многое было сказано про систему образования, но самое главное, это, безусловно, классное руководство. Я прям, вы знаете, прям вот у меня душа как-то запела, да, что ну наконец-то, да, ну это вот не 1000 рублей, а это вот 5000 рублей, да, за классное руководство. Ведь человек несет персональную ответственность за воспитание ребенка вне семьи, да, вот здесь в школе. И это здорово. И питание, безусловно. Питание, горячее питание, это инициатива прекрасная. Прокомментируйте, пожалуйста, вам слово. Станиславович, вы правы, но еще в ежегодном послании Государственному Совету Республики Татарстан нашим президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым было сказано, что неотъемлемая часть образования – это воспитание. И когда мы слышим в послании президента Российской Федерации, чтобы поддержать именно классных руководителей и обеспечить выплаты в размере 5000, это, конечно, здорово. Это большая мотивация всех наших классных руководителей, потому что что значит классный руководитель? Это 24 часа в сутки, он смотрит, он воспитывает, он следит за своим классом. Все мы находимся здесь, родители, наверное, или бабушки, или дедушки. У всех созданы группы, и когда даже ночью приходит сообщение от классного руководителя, что необходимо, что в классе сделать, что необходимо принести, классный руководитель знает о всей семье и о всех семьях, об учениках своего класса. И именно мы точечно и правильно. Очень хорошая мотивация и поддержка всех наших классных руководителей. А что касается бесплатного горячего питания, то, Альмир Рашидович, вот в продолжение темы, наверное, о здоровье, то в первую очередь бесплатное горячее питание для школьников младших классов. Это очень важная инициатива президента, и она, конечно же, направлена на укрепление здоровья наших детей. Каждый ребенок уходит в общеобразовательную школу в 7 часов утра, приходит вечером или родители приходят, и где ребенок покушал, не покушал, конечно же, это забота со стороны государства. Я могу сказать, что Государственная Дума приняла во втором чтении закон о качественном и здоровом питании, где именно с поправкой, которая внесена в послание нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, в послании об обеспечении наших школьников бесплатным горячим питанием. И конкретно сказано в этой поправке, что обучающиеся по общеобразовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных учреждениях должны быть обеспечены не меньше 1 раза горячим питанием. Сейчас пусть в данный момент так и будет. В данный момент по Татарстану у нас более 200 тысяч детей обучаются в начальных классах в 1402 школах. И из них 85% общеобразовательных учреждений, то есть сами самостоятельно обеспечивают горячее питание. Как раз именно об этом хотел спросить. 15... То есть мы-то, по-моему, готовы прямо с этого года уже вступить в этот проект. На днях 15% это сторонняя организация. На днях состоялось совещание под руководством Рустама Нургалиевича Минниханова, где были заслушаны как раз о готовности обеспечения горячего питания общеобразовательных учреждений и мэр Казани, и министр образования Республики Татарстан. И в месячный срок дано указание на проведение инвентаризации общеобразовательных учреждений, потому что здесь речь идет и обеспечение, укрепление материально-технической базы, и штатного расписания. Спасибо вам огромное, аплодисменты, но я бы хотел просто добавить. Дело в том, что мы сейчас говорим, вот ведь оказывается образование, это обучение плюс воспитание.
Первая страница закона об образовании Российской Федерации, она же и гласит. Мы, к сожалению, очень редко, многие из нас читают наши законы, там все написано. Образование – это процесс обучения и воспитания. Поэтому здорово, что на это сейчас обращается большое внимание. Я вот вижу, Дмитрий Александрович готовится выступить. Но пока я хотел обратить внимание на наших экспертов. Рафаэль Финаянович, проект «Здоровое будущее». Вот такие социальные инициативы президента. Как-то будут корректироваться какие-то аспекты этого проекта? И вообще, зная то, что вы в прошлом главный врач детской республиканской клинической больницы, мы понимаем, что все сейчас направлено на детство. Хватит ли врачей? Хватит ли их квалификации? Как нужно, может быть, что-то еще сделать в этой сфере? Вам слово, прошу. Спасибо, Андрей Станиславович. На самом деле медицина готова к этим проектам. Я добавлю, вот как сказала Татьяна Петровна, ведь не только родить, надо полноценно воспитать в семье, чтобы родители были готовы. Вот эти вот все инициативы, они сохраняют семью, и мы видим, мы всегда переживали, когда у них финансовые проблемы возникали после рождения. А эти вот финансовые вот эти вот возможности, они сохраняют семью, и очень важно вот сохранить репродуктивный потенциал страны, воспитывая ребенка в полноценной семье. Поэтому мы считаем, что мы должны быть в гуще событий, и мы всегда будем активно выстраивать стратегию в рамках вот тех инициатив, которые были заявлены президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Я поясню, уважаемые зрители и те, кто находится в студии. На самом деле Министерство здравоохранения курирует эти все направления. Но у нас есть партийная площадка, на которой мы действительно продвигаем какие-то определенные направления, их делаем передовыми, и уже вместе с Министерством здравоохранения все вместе решаем ту самую проблему, которую мы, собственно говоря, сегодня и обсуждаем. Татьяна Петровна, я еще забыл в первом своем вопросе вам один привести пример. Я вот понимаю, что у нас в регионе огромное количество программ реализуется, президентских программ. Я понимаю, что сейчас колоссальные беспрецедентные деньги пойдут по национальным проектам. Но только взять, например, наш двор, это где мы будем ремонтировать, но это не национальный проект, это наш республиканский проект, президентский проект, там 50 миллиардов рублей. Это огромные деньги. Таких денег проекты, там, я не помню, чтобы такие проекты замышлялись. 341 объект уже там под контролем у вас находится. То есть это все как бы здорово. Вот каким будет 2020 год? Ведь мы понимаем, что турбулентность в экономике, она все равно, как бы мы ни говорили об этом, она сохранится. Сможем, то есть все у нас идет нормально в 2020 году. Как будет? Не только сможем, а обязательно сможем. Дело в том, что вот 2019 год, он был достаточно тяжелый с учетом того, что отрабатывались механизмы реализации национальных проектов. Те договора, те соглашения, которые заключались между Российской Федерацией и Республикой Татарстан, и любой другой республикой, они требовали времени, они требовали отработки механизмов, и они где-то в какое-то время, может быть, даже и пробуксовывали, потому что иногда, к сожалению, менялись и правила игры. Не из каких-то плохих побуждений, а потому что в целом в России где-то что-то не срабатывало. Вот сейчас все эти механизмы заработали. Поэтому есть надежда на то, что мы начинаем, во-первых, не с нуля, и начинаем не как в прошлом году, где-то с марта-апреля, а уже практически начали с января месяца. Это первое. Второе, у нас уже опыт, и мы знаем великолепно, что сегодня приносит наиболее эффективные результаты. Но вдумайтесь только, в прошлом году 30 дошкольных учреждений было введено. Вот это, кстати, очень важно, да, уважаемые зрители. Ведь на самом деле, и вы нам пишете на нашу почту, что мы очень часто говорим такими программными словами, а что конкретно вот каждого будет касаться. Вот 30 дошкольных учреждений. Более того, я для сравнения скажу, в 2018 году их было только 18. Вот такое совпадение, 18 год. Более того, я вам скажу, я был недавно в одном регионе, так вот выступал губернатор, говорю, мы построили 2 детских садика. 2! Это на всю область. А у нас 30. 30. То есть вы понимаете, Кроме да? То есть того, это действительно колоссальные средства вкладываются. Вот мы говорим о демографии, очень важно, впервые
половина мест в этих дошкольных учреждениях было отдано детям ясельного возраста. То есть мама, не теряя квалификации, могла раньше выйти на работу, не беспокоясь о том, куда деть ребенка. Ясельные группы заработали, и заработали очень-очень эффективно. Кроме того, мы, знаете, иногда где-то забываем о том, что здоровье, оно приходит со здоровым образом жизни. А здоровый образ жизни, он формируется с детских лет. И такое количество спортивных сооружений и спортивных площадок, которые созданы для нашего населения... 11 тысяч, я, конечно, точную цифру не помню, 11 тысяч спортивных объектов в Республике Татарстан. Я был на коллегии Министерства спорта нашей республики. Я считаю, что ни один регион так похвастаться не может. И частично вот эти объекты вводились в эксплуатацию, в том числе и по национальному проекту. Причем, вы знаете, каждый национальный проект, он ставит перед собой какие-то конкретные параметры и стремится к реализации этих параметров. Это тоже очень важно. Вот мы говорим о здоровом образе жизни. Сегодня в школах внедрены вообще формы сдачи норм ГТО. Мы вернулись к этой очень хорошей форме действительно формирования навыков здорового образа жизни. Так вот, в рамках национального проекта 18 площадок было не просто построено в республике, а оборудовано специальным оборудованием для того, чтобы наши площадки имели возможности... Из 700 площадок спортивных, да, вот 18 как раз имели такие элементы. 18 по национальному проекту. Национальному проекту. И вот это были действительно оборудование для сдачи норм ГТО. Вы знаете, вот то, что сейчас вы называете цифры очень большие, они почему у нас вообще возможно в республике? Потому что к 12 национальным проектам у нас в прошлом году реализовывалось 40 наших президентских программ. В этом году их количество выросло до 50. Почему я переживаю? Столько средств, столько финансирования. Хватит ли нашей экономики сил для того, чтобы в непростое такое время смочь дальше реализовать эти все проекты? И, кстати, вот переходя уже от ощущения от этих проектов, ощущения от этих социальных инициатив. Роман Юрьевич, вас хотелось бы спросить, как настроение в обществе, то есть что люди говорят, да, как они оценивают вот эти инициативы Владимира Владимировича, да, и все ли как бы готовы поддержать? Вам слово, прошу. Ну, вы знаете, социология такая наука очень консервативная. Пока еще нет конкретных цифр, конкретных данных, потому что послание это горячая новость, ее все обсуждают. Но если мы посмотрим чуть-чуть назад, вот на конец прошлого года у нас в республике очень спокойная, очень хорошая социология по всем вопросам, которые были заданы жителям Татарстана. Хорошие ответы. У людей под Новый год, помимо забот, было действительно такой социальный оптимизм. Это касается и межнациональных отношений, и межэтнических, и межконфессиональных, оценки религиозной ситуации. Это касается и отношений, например, миграционные проблемы же тоже существуют, и в республике подавляющее большинство наших с вами сограждан спокойно к этому относятся, позитивно и спокойно. И здесь что очень важно отметить? Власть строит новую систему доверия между собой и обществом. И в этом отношении надо отметить, что то послание, с которым выступил Владимир Владимирович Путин, оно основано, конечно, на глубочайшем анализе общественных настроений. Люди услышали именно то, что они хотели услышать. Конечно, при всей важности ситуации, сложности ситуации, международной обстановки, при всей важности той огромной работы, которая проводится в нашей стране по укреплению обороноспособности. Все мы помним, что позапрошлом году было так называемое военное послание Путина, которое сыграл очень большую роль, в том числе и... Оно дошло до адресата. И в плане его переизбрания на очередной срок. Вот. Это послание можно назвать социальным. Людей прежде всего интересуют вот эти проблемы. И я хочу вам сказать, что в Татарстане в первой пятерке всегда были и остаются именно социальные проблемы.
Я согласен. Давайте поаплодируем Роману Юрьевичу. Но вы знаете, мы сейчас уйдем на рекламу, а дальше продолжим, поскольку я очень долго подводил к Альбине Мунировне, да, для того, чтобы спросить действительно, как реализуется-то вот это в жизни, да, и как она как депутат видит дальнейшую свою работу с теми инициативами, которые высказал президент. А пока реклама на телеканале «Новый век». Уважаемые зрители и телезрители, мы продолжаем нашу программу. И вот как раз мы подводили, эта интрига развивалась. И вот теперь я хочу предоставить слово нашему очаровательному эксперту в студии. Она недавно стала мамой. Это уже 3-й ребенок. Причем с депутатским значком, как вы понимаете, практически без отрыва от производства. Альбина Мунировна, хочу вас спросить. Вот помимо тех социальных инициатив, которые Владимир Владимирович высказал, он подверг жесткой критике и губернаторов за то, что огромный такой дефицит между средствами выделяемыми и количеством запущенных койко-мест в наших ясельных группах. Да? Я так видел вот по сюжету, что одного губернатора уже мы не досчитываемся в этом ряду. Я уверен, что не только эта тема повлияла, но все-таки это было серьезное тоже послание в эту сторону, что надо решать этот вопрос. Вот как вы считаете, тем более, что вы в коммерции работаете и занимаетесь именно вот ясельными группами, в основном образовательными программами. Вам слово и аплодисменты зала. Спасибо, Андрей Станиславович, за приглашение. Спасибо за приглашение. Конечно же, я как дошкольник в первую очередь прокомментирую послание Владимира Владимировича, который подчеркнул, что детские сады должны быть доступны каждому нуждающимся, и начиная от 1,5 лет все наши дошкольники должны получить места в детских садах. И что касается нашей республики, в рамках национального проекта «Демография», вот как уже Татьяна Петровна проговорила, да, за 2018 год уже в нашей республике построено 30 новых, уже введено в эксплуатацию новых 30 детских садов. Это означает, что появились новые места, это 6130, и из них ровно половина, 3100 мест для наших дошколят от 1,5 до 3 лет. И мы, конечно, вот под руководством Татьяны Петровны, депутаты Госсовета, Гордумы, выезжали в эти детские сады, видели. Это прекрасные новые большие современные здания, выполненные по дизайн-проекту, встречались с руководителями этих общеобразовательных организаций. Это прекрасные новые детские сады, и я считаю, что вот в этом направлении... Претензий к дизайну нет. Главное, чтобы и содержание очень важно, и содержание, и количество увеличивается. Скажите, кстати, просто спрошу, а вот у нас ведь в республике тоже есть разница между спросом и предоставляемыми местами. Эта цифра какая? То есть, чтобы мы понимали. То есть, это вот сколько? Ну, это тысячи, да? Это тысячи, это точно. Надо особенно большая потребность дополнительных мест в Казани, в Набережных Челнах, в Нижнекамске, в целом в городах, конечно, прежде всего. Поэтому то, что мы программу не останавливаем, а где-то даже ее наращиваем, это, безусловно, необходимость. Вы знаете, я тоже воспользуюсь тем, что депутат Государственного совета, скажу, что мне в Нижнекамске пришла на прием девушка и сказала: это здорово, что сказал Путин, но у меня ребенку 2 года, почему я не получаю пособие? Я теперь не буду его получать вот с 2 до 7 лет, вот это пособие. У меня 2 детей на руках, и, в общем, непростая ситуация. Но действительно, люди хотят все, чтобы сразу всего не получится. По прогнозам, все-таки радостная, да, новость, то, что по прогнозам Министерства образования Республики Татарстан к 2022 году будут обеспечены на 100% места детям от 1,5 до 3 лет. Здорово. Давайте поаплодируем, это сбудется. Дмитрий Александрович, хотел бы вас спросить. Очень неожиданная та же инициатива, которую высказал президент России, хотя уже давно назревшая инициатива, это поддержка вот, школьных кружков, секций, творческих студий, одаренных детей. Кому как не вам здесь в данном случае прокомментировать. У нас, казалось бы, президент помогает, и фестивальные движения развиваются, и секции, и кружки, и все. Что нам нужно Татарстану сделать, вот на ваш взгляд, еще, чтобы эту всю систему улучшить?
огромное спасибо, во-первых, наверное, за приглашение огромное. Это большая честь находиться в этом зале с выдающимися людьми Республики Татарстан. И это наши учителя, это наше все. Огромное спасибо, что вот так доверяете. Что Это меня не касается, уважаемый. Да, это наши спикеры. Знаете, какая ситуация? Во-первых, мы надеемся, мы будет. Очень, вы знаете, я очень всегда за наших мам волнуюсь. Я вот тоже, кстати, вы сейчас говорили, я тоже нахожусь в таком положении, у меня 4 детей, и мне как-то я все время один, да? Я вам, знаете, хочу сказать, очень жалко, что моих детей тоже малолетних это не коснулось. Но, что я хочу сказать? Ну, задумались, Дмитрий Александрович? Задумались, я обязательно буду работать на это. Что хочу сказать? Мне кажется, что это все полумеры для того, чтобы действительно повысить демографию. Наша молодая мама, и другого выхода нет, все, это первая часть моего выступления, до 3 лет должна каждый месяц получать деньги, на мой взгляд, не менее 20 тысяч рублей в месяц, для того, чтобы успешно воспитывать ребенка и прививать ему моральные ценности, здоровье, кормить его горячими обедами и ни на кого в этом не надеяться. Потому что мы все время надеемся, а механизмов ответственности нет, как показывает практика. Вот я бы очень хотел, пользуясь присутствием управления внутренней политики, у нас должна быть в России налажена ответственность депутатов Госдумы, партий, кто принимает решения и кто потом не осуществляет контроля за какими-то не получившимися проектами. Дмитрий Александрович, вы всегда берете верхнюю планку, да, это здорово, это понятно. Андрей Александрович, второе, значит, по нашим... Обязательно я хочу поддержать главного врача нашего, дорогого Равиль Фернаяловича. Дело в том, что самое главное — это взаимодействие Министерства культуры, Министерства образования. Эту идеологию материнства надо прививать. Нет программы. Наши депутаты, дорогие Госдумы, Госсовета, оказываются 1 на 1 с передачей «Дом-2». Комедия «Клаб». Очень сложно вот этому миру пошлости потребления. Я может быть, оккультно немножко скажу. Когда теряется тайна взаимоотношения мужчины и женщины, мальчика и девочки, когда все раздеты, нет тайны, и детей-то не хочется делать. Понимаете, какая ситуация? Потому что это очень большая дьявольская штука. Нам нужно полностью переформатировать идеологию. В этом, может быть, должна быть национальная идея России. Потому что главное — это мама. Все туда... Семейная политика. Семейная политика. И обидно, я представляю сейчас Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. И все, наверное... А мы, как все Министерства молодежи нашего региона, мы первые идем, спасибо нашему президенту. И очень жалко, что очень хотел нашу партию «Единую Россию», я сам сторонник, попросить, чтобы все-таки национальный проект коснулся, потому что именно работникам Министерства молодежи, Андрей Станиславович, вы это знаете, предстоит работать с мамами, двигать эту программу, да, и чтобы все-таки Министерство молодежи, тоже молодежная политика вошла в нас в проекты. Спасибо. Спасибо, Андрей Александрович, давайте поаплодируем. Я вам скажу, что вы просто на какой-то связи с Фарид Харутовичем Мухаммедшиным, с представителем Государственного совета, поскольку он совсем недавно на одном федеральном совещании большом озвучил как раз, недословно назвав программы, но он сказал, что это безобразие на центральных каналах надо завершать, потому что иначе у нас ничего не получится с воспитанием. Людмила Николаевна, вы хотели прокомментировать? Да, нет, я хотела как раз напомнить, вы уже опередили меня, что, Фарид Харутович входит в рабочую группу по Конституции, и вот именно на этом рабочем заседании была озвучена, инициатива учителей, чтобы убрать с телеканалов именно наших и «Дом-2», как вы говорите, и фильмы различные неправильного характера, а поставить те передачи, которые именно по семейным ценностям. Это учительское сообщество, которое высказалось на встрече по обсуждению Конституции, и в Конституцию, конечно же, это не включить, но какой-то законодательный, то есть... Вот он сказал подсказку, программа совместная Министерство образования, культуры и здравоохранения. Мне кажется, потому что без здравоохранения мы можем программу сделать такую на республиканском уровне, но когда в любом случае телеканал, даже наши республиканские каналы транслируют... Он, кстати, вещает на всю планету. Да, вещает, Во-первых, нужно начинать, наверное, с себя тогда, раз мы предлагаем такую инициативу. Но в любом случае различная реклама, то есть это зарабатывание небюджетных средств. Нужно все-таки законодательное регулирование, чтобы там были административные штрафы. Предлагаю обсудить. У нас в студии сегодня
присутствует Артем Викторович Кузнецов. Он представитель сообщества многодетных семей Татарстана. Я его уже представлял. Как вы вот к этим последним инициативам? Уже получается не президента России, это мы обсуждаем инициативу президента. Прошу вас слово. Я считаю, что в нашей республике есть очень большое конкурентное преимущество. Это то, как мы развиваем наше село. Это очень важно, я считаю, и наши семьи так считают, потому что мы знаем, что когда на селе живешь, там вопросов с рождением детишек особенно не возникает. Как это без детишек на селе? Это просто невозможно на самом деле. Я вот очень много езжу по нашей республике, и я вижу, с большой радостью вижу, да, практически во всех райцентрах, ну, понятно, не в каждом поселке, есть прекрасные спортивные сооружения. Мы построили дворцы культуры, мы отреконструировали их. Мы построили большое количество ФАПов. То есть мы привлекаем наше население и показываем, что на селе жить Артем опять Викторович, можно. Согласны мы. Ведь, понимаете, мы будем строить, и президент наш постоянно будет моторить эти темы. И мы будем еще и клубы вот сейчас построили, и спортивные площадки. Каждого человека касается вот эта тема. Вот то, что он озвучил, каждого. Меня касается, моих детей. Потому что пока вот такие вот идеи и вещи идеологические не будут у нас реализованы, связаны с семейными ценностями, с воспитанием в семье, никакие вложения в социальную сферу, на мой взгляд, они эффективными не будут. Потому что это действительно, ну так и есть. Я вот, Роман Юрьевич, вас хотел буквально коротко спросить. Как вы думаете вот по поводу таких инициатив уже Дмитрия Александровича Туманова? Ну, инициатива Дмитрия Александровича Туманова – это, как говорят, задание на дом всем ветвям власти, всем уровням власти. Значит, но если говорить серьезно, вы знаете, вот наша сегодняшняя передача, она приобрела, конечно, такой немножечко экономический, на мой взгляд, уклон. Все время обсуждаются, сколько денег, куда будут направлены. Это, конечно, очень важно. Это всегда было важно и всегда будет важно. Но, на мой взгляд, все-таки весь пафос послания президента Российской Федерации состоял в том, чтобы выстроить, я еще раз повторяю, новую систему общественных отношений, которая основана на открытости власти, на доверительном отношении к ней со стороны гражданского общества и на уважении личности, начиная от новорожденного гражданина Российской Федерации и кончая самого пожилого человека. Ну, в общем, вернулись вот то, о чем сказал Роман Юрьевич. И это, Андрей Станиславович, и это, вот, эту систему, если мы выстроим, она будет важнее всех денег, значит, и всех бюджетов, всех уровней, какие только существуют. У нас на телеканале «Новый век» единственная программа, где так часто и много встречаются депутаты Государственного совета. Я думаю, что мы это, как сказал Роман Ильич, возьмем как домашнее задание, да, себе подумать в работу, да, и попробуем к следующей, может быть, нашей программе что-то уже предложить. Вера Николаевна, я к вам вопрос. Вы доктор. Практик, вы ежедневно сталкиваетесь с работой вот, с женщинами, которые и рожают, и рожают. И у вас, по-моему, очереди и в вашей клинике, и в других клиниках, и вроде как с демографической ситуацией все в порядке. Что бы вы отметили? Вот что бы вы поправили? На что надо необходимо обратить внимание государству в этой сфере? Вы знаете, Андрей Станиславович, вот в последнее время, наверное, последний год, наверное, населению живется похуже, потому что если раньше стояло на учете, например, 70 беременных, сейчас их стоит 50. Они все осознанно идут на беременность, они все перед планированием сдают анализы, подлечат хронические заболевания, пьют витамины. Но все, кто пришел в частную клинику, понятно, что они осознали, что они должны быть матерью, они очень подходят так реально к этой ситуации. Но вот мне бы хотелось, наверное, на самом деле вот здесь правильный вопрос обсуждается. Мы начинаем жить с детского садика, и нам прививают любовь к жизни и уважение ко взрослым, воспитатели. И поэтому говорить о школьных, о педагогах среднего звена надо сначала говорить о воспитателях. Согласен. Потому что если ты любишь свою воспитательницу, если ты уважаешь взрослых, то ты
в среднее звено придешь точно таким же. Принимается тоже в работу. Спасибо, Вера Николаевна. Ну что ж, уважаемые телезрители, наше время в эфире телеканала «Новый век» истекло. Следующий выпуск ток-шоу «Наша республика. Наше дело» 27 февраля мы посвятим защитникам нашей Родины. Пригласим в эту студию уважаемых ветеранов, участников Великой Отечественной войны, представителей Министерства обороны, общественных организаций, творческие коллективы Татарстана. Обещаю вам живое, интересное обсуждение истории нашего Отечества. Ток-шоу «Наша республика. Наше дело» и я, Андрей Кондратьев, всегда в поиске актуальных тем. Хотите предложить свою тему? Тогда пишите нам на электронную почту, которая у вас сейчас на экране. Мы и в Инстаграме, и у нас открыт наш канал на Ютубе. Оставляйте свои комментарии. Нам важно знать ваше мнение. До встречи по четвергам и воскресеньям на телеканале «Новый век». Ну, а закроют эту дискуссионную часть наши юные звезды Инцав Ганибаев и Милеуша Нагуманова. Песня о счастье. Birdigen biteli kalbimiz Kaygırmay kalbimiz Kaygıga uşidi Yukarı ırşılmay kalbimiz Kaygırmay kalbimiz Kaygıga uşidi Yukarı ırşılmay kalbimiz Yanaş, cilere yanaşa gönülde Şatlıkları dağıla zarlanmay Elimiz dünyadan dilersen şatlıkları dağıla Sayınış, jileri yanaşa gönülde Şatlıklar tabıla zarlanmay Elimiz dünyadan dilersen şatlıklar tabıla Uşatmay elimiz sağışlı sarıla Kaygıga uşatmay karada Kaygılar bilen de, hasretler bilen de Gözlerge bakıdır aranır Kaygılar bilen de, hasretler bilen de Gözlerge bakıdır aranır Sayınış, jileri yanaşa gönülde Şatlıklar